политической деятельности. Это вообще несколько процесс, он будет очень интересный. Я думаю, что, наверное, первый в Российской Федерации. Значит, могу сказать, что я всем, я не являюсь также прокурором, координатором. Сейчас мое руководство приостановлено, я это не могу, на сотрудников бывших своих. Также я не являюсь госслужащим на момент, просто избранный депутат, я не на должности нахожусь. И если это мешает следствию, я могу сейчас написать заявление о сложении себя полномочий. Но об этом, если надо. Значит, естественно, если я являюсь политическим лидером, у нас одна цель у всех партий и членов партии пройти большим составом законодателей и представителей органов власти. Это зачем для партии нужна, если не стремится быть депутатами или возглавить руководство республики и страны. Поэтому, естественно, я всегда всем говорю, что, ребята, сами работайте, помогайте партии, вкладывайте не только людские средства, но и денежные. И да, вы станете депутатами. Значит, по Самофаловой и по Габанову, ну, вы знаете, Габанов и Ильяс одновременно подали заявление. Нет такого, чтобы сначала был Габанов, Ильясов, после Габанов. Они оба были представлены мной в Москву на высший совет. Они шли вдвоем. Его просто-напросто оттуда вычеркнули с тем, что он являлся, хотя и погашенная судимость была, а у нас в партии принято внутреннее решение, потому что члены партии даже с погашенной судимостью не имеют права баллотироваться в депутат. Поэтому он вышел, остался, естественно, нормально. Естественно, я и Габанову, значит, и Самофалову, и всем другим говорим, помогайте, и у вас больше шансов стать депутатом. Вы пройдете депутатов, понимаете, это как, во-первых, ЛДПР это не Единая Россия. И многих людей, и денег не так много, как у них. Хотя мы собрали приличную сумму, на самом деле. Я, значит, всегда говорил, что вкладывайте деньги в избирательную кампанию, не мне, а в избирательную кампанию. И тогда в этом случае вы будете больше шансов иметь, чем вы больше работаете. Потому что и никто не скажет, что, значит, та или иная территориальная группа, которую, допустим, вы или технических называем, или те люди, которые просто мы, понимаете, мы не Единая Россия. Мы привлекали людей, чтобы они стали кандидатами. Потому что, во-первых, им нужно и для отчетности в Москву, чтобы как можно больше стало кандидатов, чтобы закрыть, как бы сказать, табель, что идут от ЛДПР многие люди. Кроме того, многие кандидаты, кроме того, они мне были нужны, такие кандидаты, которые, может быть, не хотели идти, но мы их попросили. Значит, для чего? Для того, чтобы получить бесплатное эфирное время, это знаковое избирательное право, предоставляемое государством в избирательный период. Поэтому у нас были заполнены, в том числе и Смирнов, в том числе там два других кандидата, которые из 15 округа. И поставлены они были, естественно, на хорошие места. Знаем потому, что в любом случае они, если что, они могут уйти, освободив место. Это всегда так делается, это нонсенс вообще. Это всегда так делается. Посмотрите у любых партий. Почему паровозы уходят? Почему для Жириновский ушел, я стал? Почему, значит, ушел Миронов или там Гайзерс с Поневежским, а стал Козель или еще кто-то за ним? Все. Получается, я платил деньги в партию, значит, взятку давал, чтобы самому стать, значит, я вкладывал в партию, я вкладывал в избирательную кампанию, я сам ложил деньги на счет. Поэтому, кроме того, некоторые люди, ну, допустим, та Самофалова, даже, по-моему, я с ней всего один раз встречался, звонила после выборов, точнее, значит, я просил ее, говорю, если вы хотите помогать партии избирательной кампании, то вы должны до окончания срока полномочий избирательной кампании деньги дать на выборы. И если я посчитал вот сейчас, да, что я до 1 сентября сказал, до 1 сентября потом будет поздно. Потом деньги уже мне не нужны, потому что я не смогу их внести на счет,
и не смогу просто-напросто использовать их для одних материалов. То есть это все так делают. Значит, потом, после трансфера, чтобы, вы понимаете, да, все люди, мы же уговариваем, ребят, все станете депутатами, все, только работайте, разносите литературу, разносите там свои фотографии, разносите, понимаете, не все заряжены были. И бах, не прошли. И все начинают звонить: Михаил Анатольевич, как же так? Почему? Я вот работала, я там, а я не прошла. Я говорю: подождите, не все не потеряно. Я всем так говорю. Я всем говорю: не все потеряно, подожди. Значит, единственное, что я могу сказать, что, конечно, язык мой враг. Это, значит, мои друзья говорят, но это уже дело как бы не причинешь. Вот. Естественно, и я то же самое говорил. Подожди, не торопись, у тебя все. Почему? Да очень просто, потому что мне необходимо сдать финансовый отчет. Если финансовый отчет каждый кандидат, депутаты, проигравшие выборы или выигравшие, не сдаст, я получу по шее из Москвы. Вы знаете, у нас вертикальная интегрированная система в партии. Мне на его какой-то бумажку вовремя не сдал, я получил штраф от избиркома и пошло-поехало. И снялся и нет у меня больше координатов. Все. Поэтому я ждал, когда, во-первых, избирком принят решение о окончательном решении, значит, избирательной кампании завершения. Б. Значит, финансовый отчет до 10 октября должны были все сдать. И В. 1 ноября у нас должна быть состояться отчетная конференция, где все голосуют. Значит, что выборы прошли, у нас только прошло депутатов. И я, естественно, ждал, что все кандидаты, которые проиграли или выиграли,